Добрый вечер. В прямом эфире программа «Новости». В студии Сайхан Сенсаев. И сегодня в выпуске. Самая обсуждаемая тема последних дней. Кто с восхищением, кто с завистью и злобой. Какова реакция зарубежных СМИ на манифестацию в Грозном? С пометкой «Made in Чечня». Многие говорили, мыло делать, чтобы очистить кожу, а вы вот наоборот, с грязью. Первое мыло местного производства поступило на прилавки магазинов. Важный экзамен мастеров в кожаной перчатке. Его финалисты будут участвовать уже в чемпионате более высокого класса. В Грозном проходит первенство по боксу среди юниоров. Масштабная акция протеста в Грозном вызвала много откликов у зарубежных СМИ. Самые известные печатные издания и телеканалы мира поддержали мусульман. Однако есть и те журналисты, которые не могут поверить в то, что любовь к одному человеку может объединять миллионы людей. Анализ крупнейших СМИ и мнение общественности в репортаже Алевтины Банадыковой. Принять такой сплоченности миллиона верующих в Грозном западные СМИ не смогли, поэтому неоднозначные оценки журналисты давали любой информации, связанной с манифестацией «Мы любим пророка, да благословит его Аллах и приветствует». В искренней солидарности мусульман и христиан искали политическую подоплеку и даже обвиняли в том, что людей на митинг пришло меньше, чем заявили представители республиканского МВД. Видимо, по себе судят. Например, французская газета «Ля Фигаро». Мусульмане Кавказских республик России последовали примеру демонстрации Яни Шарли, которые прошли в ряде арабских стран. В понедельник около 800 тысяч человек или даже 1 миллион, официальное заявление трудно проверить, собрались в Чечне перед мечетью в столице республики Грозном. «Я люблю моего пророка» можно было прочитать на плакатах в руках людей. Изображение пророка неприкосновенное, говорили люди. Однако с мнением официальных СМИ многие французы не согласны. Например, читатели «Ля Фигаро» поддерживают тех, кто вчера вышел на митинг. Они судят гораздо шире, чем их проправительственные издания, журналисты которых просто исказили всю суть шествия и изменили контекст. Однако обмануть чувства искренне верующих, и неважно какого вероисповедания, они не смогли. Поздравляем Россию! Вы понимаете, в каком мире вы живете? Я не Шарли, я Шарли. Это мир эгоистичных и лживых людей и двойных стандартов. В России терроризм – это то, с чем борются власти этой страны, а Франция, у нее терроризм – это свобода выражения, которая позволяет одним оскорблять других. Из-за этого в настоящее время сотни миллионов мусульман чувствуют себя оскорбленными Францией и французами. Сухая констатация фактов. Вот чем отличались статьи европейских СМИ о прошедшем митинге. Промолчать было невозможно. Но вот выдавить из себя слова поддержки и понимания они так и не смогли, как и не смогли признать свои ошибки. В Чечне в понедельник прошел многотысячный митинг. Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал вульгарными и безнравственными карикатуры, опубликованные во французской газете «Шарли Эбдо». Трансляция митинга велась в прямом эфире на российском телевидении. Протестующие отметили, что такие карикатуры задевают чувства мусульман по всему миру. Участники выпускали в небо воздушные шары с красным сердцем. Они символизировали их любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Представители Русской Православной Церкви присоединились к митингу. Собравшиеся на манифестацию в руках несли плакаты с такими лозунгами, как «Руки прочь от пророка Мухаммада» или «Мы любим пророка Мухаммада». Российским СМИ запрещено печатать карикатуры подобного рода. Такие публикации, по мнению Роскомнадзора, вступают в противоречие с этическими и морально-нравственными нормами. Митинг в поддержку чувств верующих в Грозном собрал не только самих жителей, но и представителей соседних республик и даже из зарубежных стран. Символично было и то, что братьев-мусульман поддержала и Русская Православная Церковь. Этот факт многие европейские СМИ также оставили незамеченным. Я всех вас сегодня приветствую и хочу заверить, что вся Русская Православная Церковь, все православные россияне, они категорически осуждают действия тех людей, которые рисуют карикатуры и оскорбляют чувства верующих людей. Те, которые хотят оскорбить, унизить, осквернять нашего святого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они терпят поражение. В этом есть и благо для мусульман в том, что люди начинают изучать наследие нашего пророка. Они начинают узнавать нашего пророка. В Европе западный мир сегодня теряет своих сыновей, которые вступают
на безнравственный путь, а те, которые осознают, что есть религия мира, есть пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и сотнями, тысячами сегодня в западном мире принимают ислам. Молодежь сегодня стремится в ислам, принимают ислам, и это победа ислама. Мы молим Аллаха Табарака ва Тааля и Его возносим словами восславления и хвалы. А вот СМИ арабских стран и стран СНГ митинг мусульман отметили положительными публикациями. Например, телекомпания Russia Today, вещающая на арабские страны, предложила всем мусульманам сделать свой собственный вывод о том, что же двигало миллионной толпой людей в Грозном. Практически в режиме онлайн арабские страны следили за тем, как их братья высказывали слова любви в адрес пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Мы решительно осуждаем авторов корректур и политиков, оказывавших им поддержку разговоров и свободы слова. Сегодня мы видим, что Европа не сделала должных выводов из недавних кровавых событий в Париже. Вместо того, чтобы осудить тех, кто открыл стрельбу, тех, кто своими корректурами давал для этого повода, власти Франции организовали уличные шоу с лозунгами поддержку вседозволенности, ведущих к кровопролитию. Мы с вами видим, что европейские журналисты и политики под фальшивыми лозунгами о свободе слова и демократии провозгласили свободу хамства, без культуры, оскорбления религиозных чувств сотен миллионов верующих. آمنوا بك وأحبوك ولم يروك لكن قلوبهم وأبناءهم وأنفسهم وأرواحهم وأموالهم فداء لقدمك يا رسول الله. صلاة عشان ضحك هيدان يرج حقوم يرج يقام بخر فدينا واتشح فديما اللي بلغم بخر أطلنا صلاة عشان ضحك. Вместо осуждения действий журналистов газеты «Шарли Эбдо» вновь публикации карикатур. Власти Франции у себя в стране организовали митинг в поддержку нарушений всех религиозных и этических норм, но никак не в поддержку мусульман. Однако мусульмане всего мира молчать не стали, вышли на многочисленные митинги. Рядом с мусульманами на этом мероприятии присутствовали представители различных конфессий, в том числе и представители православной церкви. Это показывает, что на самом деле Россия толерантное государство, и именно благодаря толерантности руководства России мусульмане имеют возможность защитить свои ценности, высказаться. Это показатель того, что Россия действительно является толерантным государством, где все религии защищены. В Грозном пророка возлюбили до миллиона человек. Многотысячная манифестация «Любовь к пророку Мухаммаду» прошла вчера на центральной площади чеченской столицы. Ее участники несли транспаранты и плакаты с надписями «Нет карикатурам на пророка Мухаммада. Ислам – религия добра и созидания». Что преследовали своими публикациями журналисты французской «Шарли Эбдо» и думали ли они о том, во что выльется их очередной выпуск, уже и не важно. Мусульмане всего мира, да и представители всех религиозных конфессий показали, оскорблять свои чувства они не позволят. Как и не позволят смеяться над тем, что свято для каждого из нас. Манифестация в Грозном – знак протеста против карикатуры на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в которой приняли участие более 1 миллиона человек. Это тоже проявление демократии. В данном случае абсолютно без разницы, нравится их мнение кому-то или нет. Люди выразили его законным путем и должны быть услышаны. Единая Россия убеждена, что смысл свободы слова не в том, чтобы кричать каждому свое, а в том, чтобы тебя услышали. Я и многие верующие самых разных конфессий в Татарстане поддерживаем митинг в Грозном. Мы против терроризма, против крови. Мы против оскорбления чувств верующих в любой форме. Мир, дружба и взаимное уважение между народами и религиями. Главное в жизни и Татарстана, и Чеченской Республики.
Ни одна мировая демократия не должна учить людей оскорблять священные чувства других людей, их веру в отношениях к своим родителям и друг к другу. Никакая нравственность не допускает того, чем занимались в журнале «Шарли». Духовные корни дел журналистов «Шарли» находятся не в европейской свободе слова, а в вечной ненависти и злобе шайтанов ко всему, что способно приближать человека к Богу. Митинг против того, чтобы печатались такие карикатуры, в какой-то мере предупреждение тем, кто хочет знак поддержки их напечатать. Это митинг солидарности со всем исламским миром, заявка Кадырова на политическое лидерство в исламском мире. И, возможно, Запад никогда не признает свои ошибки, ссылаясь на мнимую толерантность и свободу слова. Однако митинг в Грозном доказал, даже у свободы слова, толерантности есть свой предел. Алевтина Банадыкова, Абубакар Абазов. Новости. Сегодня в законодательном собрании приняли участие не только народные избранники Чечни, но и их коллеги из Таджикистана, представляющие партию исламского возрождения. В республику гости прибыли накануне, чтобы принять участие в манифестации против карикатур на пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Депутат Таджикистана Мухиддин Кабири напомнил, что история взаимоотношений между российским и таджикским народами насчитывает более 1000 лет. То единство, с которым сотни тысяч людей из разных уголков страны и даже мира единодушно осудили оскорбление чувств верующих, стоит очень многого, сказал лидер партии исламского возрождения Таджикистана. Дукак Абдурахманов, в свою очередь, поблагодарил Мухиддина Кабири за то, что он принял участие в историческом событии. Проведение миллионного митинга в защиту религиозных ценностей мусульман в столице Чечни является ничем иным, как подтверждением того, что мы живем в самом демократичном государстве в мире, отметил спикер парламента. В завершении встречи Дукак Абдурахманов подарил таджикскому депутату книгу о герое России Рамзане Кадыровой об истории чеченского народа, автором которой является он сам. В Шелковском районе строятся сразу 2 детских дошкольных учреждения. Строительные работы уже завершены. Осталась отделка помещений и уборка территории. Это позволит не только разгрузить детские сады района, но и создать новые рабочие места. Когда состоится торжественное открытие, узнал Ахмед Джабраилов. При первом посещении здесь легко заблудиться. Новый детский сад в станице Курдюковская всего в 2 этажа, но большое количество кабинетов и гостя может запутать. Стройка началась лишь несколько месяцев назад. Сегодня уже завершается внутренняя отделка. Осталось лишь украсить стены сказочными персонажами. Здесь у нас кабинеты работников садика, а вот здесь лифт для подъема пищи. 7 групп дошкольного учреждения рассчитаны на 140 малышей. Они смогут заниматься музыкой, получать знания об окружающем мире и развиваться физически. Кстати, для занятий на свежем воздухе здесь обустраивают большую площадку. Беседки с песком и яркие качели разнообразят досуг детей. Спасибо, Зарган, огромное. И ей, и Рамзану Ахматовичу тоже огромное спасибо от всех жителей станицы. Аналогичный детский сад, только уже на 80 малышей, строит станица Каргалиновская. Здесь уже есть одно дошкольное учреждение. Второе поможет его разгрузить и даст места детям, которые пока не ходят в сад. Проводить с детьми время и следить за их здоровьем здесь будут 32 работника. В течение буквально 3-4 месяцев, вот как вы видите, вот такой объект красавец построен. В принципе, через месяц мы планируем размещение здесь детей. Местные жители с нетерпением ждут открытия дошкольных учреждений. И буквально через несколько недель здесь завершат последние штрихи и встретят малышей. Ахмед Джабраилов, Лиза Чапханова. Новости. Обслуживание многоквартирных домов еще в прошлом году перешло к частным управляющим компаниям и ТСЖ. Однако до сих пор не все жильцы знают, к кому обращаться в случае возникновения проблем. Какие права имеют собственники жилья и что они могут требовать от управ компании, расскажет Зура Саламова. С потолка все текло. Льет, как из ведра. Утро выходного дня Марьям Мирзуевой началось наводнение. Поломка водопровода затопила и соседей снизу. Кому обратиться за помощью, жильцы догадались не сразу. С передачей многоквартирных домов на содержание управляющим компаниям и ТСЖ многие просто не знают, кто их обслуживает. Решить проблему помог звонок в единую диспетчерскую службу «Доступный Грозный». Магия города Грозный. Ежедневно в диспетчерскую службу поступают десятки звонков от жителей столицы. В основном жалобы по линии ЖКХ. Это поломка водопроводной системы, отключение отопления, электричества. Специальная комиссия, в свою очередь, сообщает о проблеме обслуживающей компании многоквартирного дома или ТСЖ. Заявка отслеживается с момента подачи до окончательного устранения неполадки. В течение 3 дней решается данная заявка. А вот аварийные заявки в течение 30 минут должны реагировать на данную заявку. Мы в режиме онлайн по звонку принимаем и передаем соответствующую
службу. На его попечении больше 20 многоквартирных домов. Хамзат Аптаев 7 лет возглавляет одну из управляющих компаний Октябрьского района. В своих подведомственных многоэтажках он знает каждый уголок. Большинство аварийных ситуаций удается избежать благодаря своевременным действиям, рассказывает Хамзат. 33 дома отдали в ТСЖ. Жители не ведают, что именно, говорят, вроде они не знали, что ТСЖ. И штаделду, организация 19 и это самое 130, 20 домов. Впрочем, есть и те, кто недобросовестно выполняет свои обязанности. За 2014 год прокуратурой республики выявлено свыше 4000 нарушений в деятельности управляющих компаний ТСЖ. В 2014 году в результате надзорных мероприятий выявлялись многочисленные факты неисполнения ТСЖ управляющими организациями, которые управляют многоквартирными домами, требований законодательства в части размещения информации о своей деятельности. Закон, позволяющий жильцам многоквартирных домов узнать у своих управкомпаниях и ТСЖ всю информацию о капитальном ремонте дома, тарифов на ЖКХ, вступил в силу еще в прошлом году. Однако своими возможностями пользуются единицы. Многие просто не знают о том, что контролировать общедомовое содержание они имеют полное право. Зура Саламова, Хальд Мусаев, Джамлай Хаджалиев. Новости. И к другим темам. Сегодня в Доме радио были отмечены лучшие работы участников пресс-эстафеты «Дойти до каждого» за 2014 год. Почетными грамотами, ценными и призами за активное участие в пресс-эстафете были отмечены представители различных СМИ республики, а также главы муниципалитетов за оказанное содействие. В завершении очередного этапа пресс-эстафеты отметили выступлениями творческих коллективов. Собравшиеся подчеркнули колоссальный труд, проделанный журналистами. Благодаря им проект «Дойти до каждого» не просто удачно стартовал, но его заметили и в других регионах России. Это некий такой шедевр, который подсказал глава Чеченской Республики. И вот в силу этого мероприятия мы наработали, мы совершенствовали по ходу этот проект, и этот проект будет продолжаться, безусловно. СМИ нашей республики достигли определенных успехов, за что я с большим удовольствием выражаю свою признательность коллективу, ДРС Хилшун, Дала, Дикансбек Мубуэль, всем сотрудникам. Здесь же по итогам подписной кампании были награждены и победители среди министерств, ведомств и муниципалитетов. Наградили журналистов, которые внесли огромный вклад в дело сохранения чеченского языка. А в рейтинге упоминаемости в СМИ среди глав муниципалитетов победителем стал глава администрации Грозненского района. Номинация за лучшую работу антитеррористического направления выделили Джамбулата Сардалова, автора статьи «Подарочек от сатаны». Описывалась, ситуация в этой статье касаемо, тех остатков НВФ, которые действуют на территории Северного Кавказа. То есть они подходят под категорию хариджизма. Тут и тени джихада нет в данном случае. Личным автотранспортом обзавелся Аргунский музей-заповедник. Ключи от микроавтобуса передал министр культуры директору учреждения Саидамину Джабраилову. Новое приобретение позволит проводить экскурсии по памятникам архитектуры и природного наследия для школьников, студентов и туристов. Всего на территории заповедника, основанного в 1988 году, расположено свыше 600 уникальных объектов истории. Да, яду хошера именно объект афигар дуэловой нету да деловенца да мол афигар докодал я берктюэль кадага дахка бодигат машиха кадак بدوقدو هالمشان توجو ما يخل يشير هون يا شر ويت بريت خالص مشان ويزدي خوديو دا واجك شغل شيحه هالمشان الش اساس مشان ويدي مس بيلد تلخ مسي تلخ он بالك دي ليس خول هلا وي Россия будет сотрудничать с Ираном в военной сфере, а Минобразование пресекает повышение цен на обучение в вузах. Об этих и других новостях смотрите в рубрике «Часовой». Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и его иранский коллега бригадный генерал Хусейн Дехган подписали в Тегеране соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами. После подписания документа Шойгу констатировал, что в последние годы российско-иранские связи по линии военных ведомств последовательно развиваются. Министерство образования и науки Российской Федерации направило запрос в вузы, в которых, по данным различных организаций, произошло незаконное повышение платы за обучение во втором семестре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уполномоченный по правам студентов России обратился в Миноборнауки с письмом, в котором выразил обеспокоенность студентов повышением платы за обучение.
Россияне в 2014 году стали чаще жаловаться на сайты, пропагандирующие и распространяющие наркотики. Как сообщили в Лиге безопасного интернета, на горячую линию этой организации в минувшем году поступило более 3500 таких обращений. Жалобы анализируют специалисты из экспертного центра Лиги – лингвисты, психологи, психиатры, криминалисты. Чрезмерное потребление соли может грозить не только высоким давлением, болезнями сердца, но и повышенным риском рака желудка, сообщают специалисты. Согласно текущим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в день не стоит потреблять больше 5 граммов соли. Соль содержится в хлебе, сыре и хлопьях. Более того, не доказано, поможет ли снижение потребления соли защититься от рака желудка. Но, по словам ученых, пример Японии дает основание полагать, что это действительно так. Пресс-служба Усть-Большерецкого районного МВД на Камчатке сообщила о том, что попытавшийся угнать автомобиль мужчина был найден в нем мертвым. Согласно данным источника, угнанный Nissan застрял в сугробе, а его вор умер от переохлаждения, пишет Лента.ру. После проверки данных МВД выяснилось, что мужчина угнал автомобиль у своего знакомого. Ему исполнился 1 год. За это время он стал важной частью бизнес-индустрии республики. С каждым днем завоевывает все больше читателей. Поздравить рекламно-информационный журнал «Деловой Грозный» собрались представители бизнес-сообщества, торговых компаний и партнеры. На празднике побывала и Дагмара Касаева. Всего год на рынке уже тираж в 5000. Журнал о бизнесе и для бизнесменов с первого дня работы занял лидирующие позиции не только в Чечне, но и на Северном Кавказе. Мы стараемся как можно больше помогать каждому начинающему бизнесу. Главная приоритетная цель нашего журнала как раз является именно помощь в продвижении бизнеса. Деловой Грозный работает как с начинающими, так и опытными производителями. С первых дней издание сотрудничает с Мерседес-клубом, спортивной велокомандой «Старт» и известной туристам компанией «Топ Трип Тип». В тесном контакте с выставочной компанией «Актив Экспо Групп» и сетью оружейных магазинов «Снайпер». В этом году лицом обложки журнала стала компания «Компас». Деловой журнал, который уже давно нужно было изобрести. И нашлись люди, которые заинтересованы были в этом журнале, который нужен всей республике. Развитие экономики, социальных положений, социального статуса, все-таки развитие республики. Часть средств от доходов за рекламу на страницах журнала с этого года будет перечисляться в помощь нуждающимся. Отчеты об этом регулярно появляются на сайте. Кроме того, на этом же портале в режиме онлайн можно познакомиться с ассортиментом, сделать заказ продукции и просто пообщаться с потенциальными коллегами. Какой день рождения без подарков? Именинникам кондитерский дом Тортини презентовал торт. Прекрасной половине преподнесли итальянскую косметику Карл, а Voyage Travel разыграл путевку в Турцию. Счастливому обладателю Муслиму Баталову путевки вручил гендиректор компании Халид Амирханов. Насыщенная программа завершилась показом новых коллекций известных домов дизайнерской одежды. Дагмара Касаева, Лиза Чапаханова, новости. Студентка ЧГУ Селита Хасбулатова решила заняться бизнесом. Девушка работает над проектом Вайсаба, в рамках которого изготавливает лечебное мыло из терноводской грязи. Оно уже реализуется в нескольких точках Грозного. Сейчас Селита хочет выйти на российский рынок. С молодой бизнесвумен пообщался наш корреспондент. Вайсаб – марка пока неизвестная на рынке, но уже заинтересовала покупателей. В скромной упаковке добрая часть таблицы Менделеева – о кладезь полезных веществ в лечебные грязи из села Серноводское. Идея использовать материал буквально из-под ног пришла в голову студентке юридического факультета ЧГУ Селите Хасбулатовой. О существовании грязевых этих источников, гейзеров мы знали только лишь в теории, то есть на практике мы сами не видели, и многие люди в возрасте тоже они говорили, что когда-то в советские времена были у нас на территории, что сейчас неизвестно, есть ли они или нет. Пришлось очень много исследовать местность сначала, потом было как-то трудно, верилось, что мы, я юрист и девушка, которая со мной экономист, что мы сможем сделать это из грязи мыло. Это один из проектов, который разрабатывают в технопарке на базе ЧГУ. Здесь инициативные ребята предлагают самые различные идеи. Порой они кажутся нереальными, но мозговой штурм делает свое дело. Многие говорили, мыло делать, чтобы очистить кожу, а вы наоборот, с грязью. Нереально говорили, но справились.
Первую партию изготовили дома, сразу же отправили на исследования в Москву и Северную Осетию. Эксперты дали однозначный ответ. 2 десятка элементов не только сохраняют молодость и упругость кожи, но и борются с псориазом и экземой. Такие показатели воодушевили поставить производство на поток. О заводе говорить пока рано, проект только разворачивается. Но в университетской лаборатории оборудования достаточно, чтобы обеспечить рынок. Данное мыло, оно действительно пользуется интересом людей. То есть, если судить даже по чисто бытовым отзывам, которые существуют среди коллег, среди, скажем, женской половины нашего общества, данное мыло представляет несомненный интерес. И я думаю, что подобные начинания, они закончатся, скажем так, более масштабным производством мыла именно на основе наполнителей, которые, скажем, находятся, имеются определенные залежи на территории именно Чеченской Республики. Теперь ребята решили выйти на всероссийский рынок. Пробная партия совсем скоро отправится в Москву. Елизавета Чепханова, Адам Чекуев, Тимур Саратов. Новости. А теперь новости спорта. В Чечне стартовал ежегодный чемпионат по боксу среди юниоров, в котором участвуют спортсмены из различных спортивных школ республики. Всего в 13 весовых категориях выступит более 200 спортсменов. Среди них как начинающие боксеры, так и победители республиканских и северокавказских первенств. О других подробностях расскажет Адлан Дудаев. Спортивные состязания по боксу привлекают с каждым годом все большее число чеченской молодежи, как зрителей, так и боксеров. Сегодня в Аргунском спорткомплексе на региональном первенстве по боксу участвуют воспитанники РСК «Ахмат» и детско-юношеских спортивных школ республики. Молодой воспитанник Аргунского спортклуба «Ахмат» Магомед Асхабов, он в красном, боксом увлекается 5 лет. Однако уже стал золотым призером первенства СКФО 2013. Сегодня в своем первом же бою он одерживает убедительную победу над соперником. Соперник не слабый, я думаю, за счет ударов много, но в концовке нокдаун сделал один, и думаю, за счет этого хорошая подготовка. Бои ведутся 3 раунда по 3 минуты. Судейский корпус работает по стандартной схеме. Ежегодное первенство Чечни по боксу с каждым годом собирает все больше участников. Здесь влияет и повышение технического оснащения спортзалов, и популярность этого вида спорта в регионе. Развиваться до Цердон. Дал маловой бокс на высшем уровне зарел. И благодаря Шадегвой Пачанду, Рамзан Ахмадович, Цуар условий шеш. Хилмял дезак, хилахулиш, Ильишкеш, на первенстве представлено 13 весовых категорий. Многие из ребят имеют титулы призеров и победителей чемпионатов страны и СКФО. Я хочу сказать огромное спасибо главе республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за все, что он делает для спорта в республике и в частности для бокса. Именно благодаря Рамзану Ахматовичу мы имеем возможность проводить такие первенства, участвовать во всевозможных турнирах, выступать по обществам, профсоюзам и так далее. Отсюда растет и уровень боксеров, и популяризация бокса. Это первенство республики по боксу продлится еще 5 дней, до субботы 24 января. Его финалисты будут участвовать уже в чемпионате более высокого класса. Это первенство СКФО по боксу, которое пройдет в Махачкале в начале февраля. Адлан Дудаев, Султан Умаров, Джамлай Хаджалиев. Новости. 9-й ежегодный республиканский турнир по боксу собрал в Автурах спортсменов со всего региона. На ринге встретили 140 участников. Турнир был посвящен памяти бывшего главы администрации Автуров. За соревнованиями следил и наш корреспондент. Серия удачных джебов и первый бою нокдаун. Свой третий финальный поединок Зелимхан Ибрагимов проводит не менее уверенно, чем предыдущие. Боксом юный спортсмен занимается с 5 лет. Гонка оповещает об очередном маленьком триумфе Зелимхана. Победу одержал боксер синего угла Зелимхан Ибрагимов. Соперник, он договор Звание сильнейших в 15 весовых категориях оспаривают 140 участников. В зале присутствует именитый боксер, но сегодня он в качестве зрителя. Маленький Тайсон Висхан Мурзабеков и Турпалали Ибрагимов также поучаствовали и в награждении победителей.
Ежегодный республиканский турнир по боксу традиционно проводится в Автурах и посвящен памяти бывшего главы администрации села Ибрагима Умпашаева. В родном селении его знали как порядочного и честного человека. Отработав на своем посту 5 лет, Ибрагим погиб от рук террористов в 2005 году. Турнир в его честь собирает боксеров со всей Чечни уже в 9-й раз. Хамзат Аюбов, Тимур Саратов. Новости. И в конце выпуска сообщение от МЧС Республики. Сегодня и завтра высока вероятность образования тумана и гололеда. Просьба к водителям соблюдать скоростной режим и быть бдительными. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на телеканале Грозный.